Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Яна Бабаева. У многих аббревиатура ЗАГС ассоциируется лишь с одним из торжественных в жизни человека моментов – днем свадьбы. А на самом деле в этом управлении происходит большое количество важных событий. О том, как организована работа записи управления актов гражданского состояния, а также о том, какими услугами могут воспользоваться якутяне, мы поговорим сегодня с нашей гостьей, руководителем управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия Дарьей Слепцовой. Добрый вечер, Дарья Васильевна. Добрый вечер. Рада вас видеть. Предлагаю начать нашу программу с информации о том, какие услуги можно получить в ЗАГСе сегодня. Основной деятельностью органов ЗАГС является, конечно же, государственная регистрация актов гражданского состояния. За 2023 год зарегистрировано более 34 тысяч актов гражданского состояния о рождении, о смерти, о заключении и расторжении брака, об установлении отцовства, об усыновлении и перемене имени. Вторая задача, над которой работают органы ЗАГС, это совершение юридически значимых действий. Это внесение изменений в записи актов гражданского состояния, выдача повторных документов и справок из архива. В 2023 году совершено более 121 тысячи юридически значимых действий. Также управлением ЗАГС оказываются услуги по апостилированию и истребованию документов из иностранных государств. Апостилирование – это легализация документов. На документе ставится специальная апостильная печать, подтверждающая подлинность документа. В прошлом году 741 документ апостилирован. И, конечно же, большая работа проводится по истребованию, по подготовке документов по запросам о предоставлении сведений. Такие запросы в соответствии с федеральным законодательством нам направляют суды, прокуратура, правоохранительные органы, следственные органы. И в прошлом году выполнено более 17 тысяч запросов по более 51 тысячи записям актов. Ну, это много очень. Да, достаточно большую часть работы занимает исполнение запросов из правоохранительных органов. То есть мы думали все, что у вас только торжественные истории, скажем так, но на самом деле бумажной работы очень много. Вот я знаю, что у нас не так давно прошел большой и важный праздник, это День семьи, любви и верности. Расскажите, какие события у вас произошли? Я знаю, что у вас много интересного было. Да, 8 июля мы праздновали Всероссийский день семьи, любви и верности. И с большим уважением и восхищением в этот день мы чествовали семью, которая в этот день отмечала бриллиантовую свадьбу. Это 60 лет со дня регистрации брака. Это семья Степановых Тамары Ильиничны и Георгия Николаевича. Было проведено торжественное чествование семьи, им вручили приветственный адрес главы Республики Айсен Сергеевича Николаева, вручили знак «Семейная доблесть» и памятный подарок. И, значит, мы поздравляли победителей конкурса. И мы проводили конкурс фотографий «Моя семья сквозь года». Были очень достаточно красивые фотографии, когда семьи фотографировались, например, допустим, повторяли фотографию, которые они фотографировали много лет назад, например, 50 лет назад, 30 лет назад, 40 лет назад. И также в этот день вот бриллиантовая семья, назовем ее так, Степановых, они вручали молодым семьям, которые зарегистрировали брак в этот день, да, 8 июля, лампаду. Эта лампада была привезена из Свято-Троицкого монастыря в Муроме. И это как символ семьи, любви и верности были вручены молодоженам в этот день. Ну, я думаю, очень приятно из рук такой благородной, хорошей, устоявшейся семьи получить такой подарок. Да. Это очень здорово. А также я хочу поделиться радостной новостью. В год семьи глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев подписал указ об учреждении в республике знака отличия «Семейная доблесть». Если раньше это был ведомственная награда управления ЗАГС была, да, то сейчас это знак отличия республиканский и будет вручаться от имени главы нашей республики. А кто на него претендует? Семьи, которые прожили более 60 лет или какие-то другие условия? Да, значит, будут награждаться семьи,
которые отметили юбилейную дату супружеской жизни, прожили более 50 лет, воспитали достойно детей и своим примером являются образцом семьи, любви и верности. Здорово. Вот расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям и мне в том числе, вот в каких случаях можно без очереди зарегистрировать брак? Я знаю, что такие ситуации бывают, и вообще в жизни ситуации разные. Да, бывают. В соответствии с федеральным законодательством у нас установлен месячный срок регистрации брака со дня подачи заявления, да, но бывают предусмотрены случаи, когда срок может быть сокращен. Это особые обстоятельства, такие как, например, беременность, такие как участие в специальной военной операции, то есть для участников тоже предусмотрена ускоренная процедура регистрации брака. Решение принимает руководитель отдела ЗАГС на основании заявления и документов, которые подали. Вот у нас есть вопрос от телезрителя, спрашивают о том, как правильно провести процедуру усыновления. Вот, речь идет об усыновлении ребенка жены от первого брака. Вот больше информации, к сожалению, нет, но давайте попробуем с вами проговорить, скажем так, все возможные варианты. То есть, если в свидетельстве отец прописан у ребенка, и если там стоит, например, прочерк или никого там не вписано. Вот. Нужно разделить два понятия. Первое — это усыновление. А второе — это установление отцовства. Вот оно что. Да, усыновление производится в любом случае только через суд. Затем с решением суда родители подходят в отдел ЗАГС и регистрируют усыновление. Есть также установление отцовства. Например, если в графе «отец» стоит прочерк, либо отец записан со слов матери, да, то может быть установлено отцовство. Подходят оба родителя, лично подают заявление через госуслуги или лично и устанавливают отцовство. Ну вот хочу поговорить с вами о смене имени. Вот, наверное, один из ярких примеров — это Маргарита Попова, общественник, очень известная девушка, которая ныне у нас Илан Кандыкан. Вот как часто у нас в Якутии меняют имена и фамилии? Ну, то есть фамилии, ладно, понятно, а вот чтобы имя поменяли? Да, в последнее время, последние годы услуга по перемене имени достаточно востребована. В прошлом году 1820 человек воспользовались услугой по перемене имени. В последнее время также вот из 1820 411 человек поменяли имя на якутские имена. Ничего себе, вот такая тенденция, да? Да. Здорово. А так вот что не устраивает? То есть имя слишком простое или, наоборот, слишком сложное? Или у каждого случая какая-то своя вот изюминка? Наверное, у каждого свои причины. Возможно, либо, например, посоветовал там астролог. Да? Да. Ничего себе. Такие тоже бывают. Ну вы идете навстречу? Вот сколько сейчас стоит поменять имя? Госпошлина стоит 1600 рублей. И, в принципе, да, законом не ограничено, сколько раз человек может поменять имя. То есть хоть каждый месяц ходи, 1600 плати, выбирай себе новое имя, астральное или любое другое. Так, ну вот, кстати, про пошлины. Не так давно была новость о том, что госпошлины у нас выросли. Да, 12 июля принят федеральный закон об увеличении госпошлин. В том числе, в частности, повысили госпошлины по услугам по регистрации актов гражданского состояния. Но хочу сразу первое, очень важный акцент сделать на том, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года. То есть не сразу. И, значит, хочу тоже обратить внимание, что прежней осталась госпошлина за заключение брака. 350 рублей, она не увеличена. По остальным госпошлинам, госпошлина за регистрацию и расторжение брака увеличится, например, с 650 до 5000 рублей. За регистрацию перемены имени увеличится с 1600 до 5000. Это как раз возвращаемся к тому, что хоть каждый месяц менять имя. Внесение исправлений, изменений с 650 до 700. И выдача повторного свидетельства с 350 до 500
рублей. Мгм. Ну, До то есть, 500 если ты- рублей, да. А вот хотела спросить, как часто люди у нас теряют документы и обращаются за тем, чтобы восстановить их и как-то вот этот вопрос решить? Услуга тоже достаточно востребована. В принципе, оказываем услугу сразу на месте, то есть в день обращения вы можете получить повторное свидетельство, уплатив госпошлину 350 рублей. Вот, кстати, еще недавно смотрела новости и читала о том, что у вас есть услуги медиатора. Насколько я понимаю, это же психолог, который оказывает помощь парам, которые находятся в ссоре, либо вот какой-то такой сложной ситуации, или нет? Вот расскажите нам, пожалуйста. Медиатор — это не обязательно психолог. Мгм. У нас есть федеральный закон, который регулирует деятельность медиаторов. И медиатор — это независимое лицо, которое выступает посредником для разрешения конфликтных ситуаций. У нас работает медиатор в городском отделе ЗАГС. В принципе, к нему обращаются граждане, которые либо получают консультацию о расторжении брака, либо приходят к нам с заявлением для подачи заявления на расторжение брака. Хочу сразу отметить, что при наличии несовершеннолетних детей расторжение брака производится только в судебном порядке. То есть мировой суд, да? Да, то есть к нам приходят только те супруги, у которых нет несовершеннолетних детей, нет спора об имуществе и по обоюдному согласию. А вот тоже еще такой интересный момент хотела уточнить у вас. Бывают ли брачные договоры? Ну, то есть я понимаю, что, как бы, может, вы с юридической с точки зрения не подходите к этому, но вот вы слышали? Есть ли заключают? Да, достаточно. В последнее время я слышала, что достаточно часто заключают брачные договоры, но в ЗАГСе мы с ними не работаем. То есть как бы это взаимоотношения супругов. Ну вот у нас Якутия в прошлом году торжественно и очень счастливо достигла миллионного жителя. Мы все были рады этому событию. Вот как на сегодняшний день идут у нас события с рождаемостью? То есть она растет у нас, либо стоит. Вот, и кого рождается больше, мальчиков или девочек? Почему-то вот. У нас в прошлом году зарегистрировано 11 282 акта о рождении. Ну, хочу сказать, что по статистике все-таки мальчиков рождается больше, чем девочек. Если в прошлом году родилось 5539 девочек, то мальчиков родилось 5743. На 200 больше. То есть ежегодно у нас почему-то тенденция, что порядка на 200 мальчиков рождается больше. Хотя есть пословица, да, ну, когда говорят, что на 10 девчонок, да, статистики. по статистике приходится один молодой человек. Вот, так что хорошо, значит, что у нас мальчишек больше, с одной стороны. Ну, как бы, может, догонят, как бы год к году. Возможно. Сходится. Вот. Есть у меня одна интересная история, вот хочу с вами ею поделиться. У меня одного товарища, до того, как еще у него родились дети, ему приснился сон, что вот дочку нужно назвать Катахана. Приснилась ему девочка, говорит, меня зовут Катахана, назови так дочку. Он говорит, я просто необычное имя. Ничего не могу, что это такое. Полезли искать в интернет, смотреть, что значит. В общем, оказалось скандинавское имя. И когда дочка родилась, вопрос о том, как назвать малыша, не стоял. То есть вот решил он так и назвал. Как часто выбирают у нас родители сложные, необычные имена? И вот как вы лично к этому относитесь, к сложным именам? Ну, наверное, родители. Вообще, да, я согласна с тем, что имя вообще влияет на судьбу человека, да, как она сложится, как говорится, как корабль назовешь. Поэтому родители, 25% родителей у нас тенденция выбирают якутские имена. Значит, очень интересные имена выбирают. Например, лидирует Мичие. Мы проводили опрос недавно, и там лидировало имя Кирелли. Очень красивое якутское нежное имя. И у мальчиков это Эркин, Джулур. Есть очень необычные имена. В 2022 году одного мальчика родители назвали Якутск. Ничего себе. Да, надеюсь, ко дню рождения города. Да, но есть очень красивые имена, например, Күн Күбее, Сая Керель, Айы Сиене Котой, Алгыс Батур и так далее. То есть якутские имена все-таки, мне кажется, очень красивые. А вот среди русских имен бывают какие-то прям церковно-славянские, там, не знаю, бывает? Среди русских имен лидирует у девочек София. Лев. Давно, мне кажется, Да. очень лидирует София. Да, достаточно давно лидирует
именно это имя. Ну, оно означает мудрость, возможно, поэтому. А у мальчиков Лев, да, вы Лев. сказали? Лев, Максим, Мгм. такие имена. Ну, то есть достаточно такие стабильные, скажем так. Потому что, да, у детей вот интересно, как в садике к детям, к таким сложным, мне кажется, воспитателям порой, вот если имя какое-нибудь очень необычное, а если их еще там несколько человек в группе, поэтому, вот, мне кажется, родителям нужно хорошо подумать, прежде чем назвать ребенка. Конечно, это важный вопрос. У меня есть вопрос еще один от телезрителя. Вот Елена Александровна из Якутска спрашивает о том, как провести торжественное мероприятие в ЗАГСе, если у них с мужем круглая дата, 50 лет совместной жизни. Вот как им подать заявку и вообще какой алгоритм действия? Это золотые юбиляры, как я уже сказала. Мы проводим чествование. Нужно обратиться в отдел ЗАГС по месту жительства. И ежемесячно проводится при поступлении заявок в отделах ЗАГС проводится торжественное чествование юбиляров. Как я уже сказала, учрежден знак «Семейная доблесть». На семейную доблесть представление ходатайства пишут, представляют органы местного самоуправления. Поэтому обращайтесь в отделы ЗАГС для организации торжественных чествований. Вот тоже еще хотела узнать, вот женщина, которая ведет свадьбу в ЗАГСе, вот где-то вы их учите, как-то выбираете вообще, как можно попасть на эту прекрасную должность? Сотрудник отдела ЗАГС — это, конечно, уникальная должность, профессия, которой не учат ни в одном вузе, на самом деле, да, и нужно быть не только юристом, чтобы качественно предоставлять госуслуги по регистрации актов гражданского состояния, да, но одновременно нужно иметь харизму, обаяние, уметь вести мероприятия, то есть очень нужно быть достаточно человеком уникальным. Разносторонним, да, и, наверное, даже талантливым во всех сферах. А кто у вас сейчас ведет мероприятия такие? А у нас мероприятия ведут все сотрудники районных, городского отдела ЗАГС. И я хочу сказать, что коллектив у нас достаточно, можно сказать, что отличительной особенностью является, они очень элегантные, они очень красивые, хорошо умеют говорить, поэтому, конечно, при поступлении на работу мы смотрим это тоже. У вас там еще как конкурс красоты, да, в какой-то степени? Не конкурс красоты, но как бы смотрим, какими качествами должен обладать сотрудник органов ЗАГСа. Вот еще хотела вернуться к рождению. Я знаю, что сейчас можно получить свидетельство о рождении ребенка очень быстро и очень легко. То есть прямо в роддоме у тебя запрашивают информацию, и через госуслуги сотрудники отправляют все в ЗАГС. То есть ты приходишь уже за готовым свидетельством. Вот вообще как идет цифровизация, насколько это удобно, насколько сейчас влились в эту процедуру, скажем так, наши жители? Вот давайте оценку этому дадим. Да, с 2022 года у нас заработал суперсервис рождения ребенка. Это когда мама подает одно электронное заявление, и оно является основанием для получения полного объема услуг, которые могут быть оказаны. То, как электронное медицинское свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении тоже оформляется электронно в органах ЗАГС. И если сказать, что суперсервисом в 2022 году воспользовались 1,4% матерей, да, то за первый квартал 2024 года этот показатель составил 59,4%. То есть можно сказать, да, что это действительно суперсервис. И действительно, многие родители оценили эти возможности, когда можно получить не только свидетельство, зарегистрировать электронное рождение, да, но и можно получить сразу же СНИЛС, медицинский полис, ИНН, вплоть до постановки на учет в очередь в детский сад. Вот еще хотела личные проблемы поделиться с вами. То, с чем мне пришлось столкнуться лично. У меня в девичьей фамилии Федорова была буква Ё. У моей мамы почему-то была буква Е. И мы так с этими буквами намучились. Есть ли какое-то решение? Потому что все же вот вы вписываете, конечно, не паспортный стол, но все равно у вас огромное количество документов. Вот как этот вопрос решается с буквой Е и Ё? Все-таки, смотрите, у нас первоисточником является свидетельство о рождении человека. Да? Конечно, такие случаи встречаются повсеместно, распространенные случаи, да, с буквой Е и Ё. Например, приведу пример. Если в свидетельстве о рождении ваше имя указано как Алена,
В паспорте вы указаны как Алена, то есть нужно человеку самому сначала определиться все-таки Алена. Первоисточник вы Алена. Да, поэтому надо, значит, все документы приводить в соответствие. И тут либо, возможно, два варианта. Первое, либо меняете все-таки паспорт на Алена, так как при рождении вам дали имя Алена. И затем все документы на основании уже нового паспорта меняете на Алена. И либо второй вариант, перемена имени, когда в свидетельстве о рождении уже, переменить имя Алена на Алена. Тогда документы остальные не придется менять? Просто если представить вот в жизни современного взрослого человека, что нужно тебе поменять все документы, это прям вообще стресс, мне кажется. Это тебе и паспорт поменять, и права, и на квартиру, все. Ой. Первый случай, да, конечно, он такой стрессовый и затратный. Второй случай, когда вы меняете делаете перемену имени, он более такой простой. Когда вы на основании паспорта уже все последующие документы у вас ушли как Алена, тогда можно сделать перемену имени, чтобы вы все-таки также в свидетельстве о рождении были указаны как Алена. Ну, сейчас у нас же, получается, свидетельство о рождении, ни какие-либо другие документы от руки не пишут, как это было в советское время, верно? Конечно, но если допущена опечатка сотрудникам органов ЗАГС, то, значит, проверяются первоисточники, это книги, первые книги актовой записи, и после этого сотрудник органов ЗАГС может на основании заключения своего сделать внесение изменений. Ну вот я знаю, что очень большой в ЗАГСе архив. Расскажите про него, кто в нем работает и что в нем самое главное хранится. Как я уже сказала, у нас в отделе ЗАГС в соответствии с федеральным законодательством хранятся первые и вторые книги актовой записи. И в соответствии с законодательством у нас предусмотрено раздельное хранение, когда первые книги хранятся по месту регистрации в отделах, в районах, в районах и в городе Якутске, да, а вторые книги, они все хранятся в специализированном отделе ЗАГС. И я хочу отметить о том, что у нас хранятся книги с 1927 года, они хранятся у нас 100 лет, затем передаются на хранение в Национальный архив. И я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас хранятся более 14 тысяч экземпляров книг. Также нужно отметить, что с 1 января 2021 года все записи актов, они конвертированы в федеральную информационную систему ЕГР-ЗАГС. То есть получить повторное свидетельство, например, о рождении, да, если даже вы родились в каком-то поселке нашей республики, можно в любом органе ЗАГС на территории Российской Федерации. То есть вы, находясь, например, где-то в Екатеринбурге, можете прийти в отдел ЗАГС и получить повторное свидетельство о рождении, которое зарегистрировано на территории республики. То есть это очень удобно? Это очень удобно, да. А вот если, допустим, у меня произошла такая ситуация, я потеряла свидетельство о расторжении брака первого, а мне нужно подтвердить смену фамилии. Выдает ли ЗАГС такую справку? В этом случае вам необходимо получить повторное свидетельство о расторжении брака. Оплачиваете госпошлину 350 рублей и пишите заявление, и сразу на месте получаете повторное свидетельство о расторжении брака. А в нем будет тот же номер, что и в прежнем, или ему будут присвоены новые? Номер будет уже другой, и сведения о том, что вам выдано повторное свидетельство, уже будут внесены в федеральную систему ЕГР-ЗАГС. То есть все будет потом видно? Да. Все, это очень здорово. Ну вот у вашего управления очень большой объем работы, соответственно, без хороших кадров никак. Вот мы немножко поговорили о сотрудниках. Расскажите о ком-то поподробнее, кого бы вы хотели отметить, вообще у кого самая необычная работа мы с вами узнали. Может быть, еще кого-то вы бы хотели? Я хочу рассказать о том, что у нас 87 государственных гражданских служащих. Это сотрудники органов ЗАГС по всей республике, которые оказывают как раз-таки услуги по регистрации актов гражданского состояния. Если смотреть про средний возраст, это 45 лет. Мы сейчас будем работать по привлечению молодых кадров, молодых госслужащих в управлении.
И коэффициент стабильности коллектива — это 73,9%. Ну, неплохой показатель. У нас был такой случай, когда я только была назначена на должность заместителя руководителя. Мы принимали на работу одного сотрудника в отдел ЗАГС одного из северных районов. Прежде чем направить сотрудника на работу в район, мы проводим стажировку. То есть это недельная стажировка в городском отделе ЗАГС. И, значит, обучение у нас в управлении, и направляем его на работу в район. И вот как-то раз у меня сотрудник спрашивает: а вы мне что-нибудь дадите? В этот момент я уже говорила о том, что с профессии сотрудника органов ЗАГС нигде не учат, да? И я понимаю, что мне дать нечего. Поэтому мы, значит, в 23 году, весь 23 год разрабатывали настольную книгу сотрудника органов ЗАГС. Это интерактивная настольная книга. Значит, в этой книге мы собрали, например, все отчеты, которые нужно сдать, по каким срокам их сдают, какие разъяснения, то есть как формировать эти отчеты. Те же бланки оттуда можно скачать. Да? Значит, сотрудники органов ЗАГС еще и представляют органы ЗАГС в судах. Это достаточно большой объем работы. То есть мы туда собрали аналитику, сделали анализ, собрали все ходатайства, образцы, шаблоны, бланков, ходатайств, отзывов в суд. Мы собрали туда разъяснения, как работать с документами из иностранных государств. Да? То есть даже собрали вплоть до сценариев проведения торжественных мероприятий на русском и якутском языках. Потому что тоже, как только, например, сотрудник принят на работу, это достаточно сложно написать красивый сценарий на якутском языке. Поэтому эта интерактивная настольная книга, она хороша тем, что как только меняется законодательство, у нас есть возможность внести туда изменения. То есть это источник, который накапливается как методическая копилка. Который пополняется все Да. время. Ну, насколько пользуется популярностью среди ваших коллег юных, ну, начинающих, скажем так? У нас, к сожалению, нету пока счетчика. Вот мне было бы, конечно, интересно. Я просила коллег, говорю, давайте попробуем как-то посчитать, сколько раз обратились к этой настольной книге. Да? Но она находится на закрытом сервере. Она доступна только для сотрудников органов ЗАГС. И я надеюсь, что она достаточно востребована. Мы ее достаточно часто обновляем. И надеемся, что это очень большая помощь для тех сотрудников, которые вновь приняты на работу. Ну вот, и сколько времени вы потратили на составление такой книги? Это же просто, мне кажется, титанический труд, собрать все воедино, ни про что не забыть, все учесть. Ну, я скажу, что мы понимаем, что книга еще не совершенна, то есть она постоянно пополняется. А работа велась в течение 23 года. Ну, это большой объем работы. Надеюсь, что он кому-то поможет. Ну вот, наверное, нельзя не спросить про, вот у нас свадьба — это все хорошо, рождение, но и регистрация смерти. То есть какие нюансы возникают? То есть это же приходится заниматься родственникам. Я думаю, что какие-то моменты и особенности есть, которые стоит отметить. Смотрите, да, по регистрации смерти, значит, мы все-таки ждем, что скоро у нас заработает еще один суперсервис. Суперсервис называется «Утрата близкого человека». Тогда, когда при смерти, допустим, близкого родственника, все услуги будут оказываться тоже проактивно. То есть будет также регистрация смерти производиться, как при суперсервисе рождения, по аналогии с этим суперсервисом. И, например, выплаты, пособия по утрате кормильца также будут назначаться проактивно. Суперсервис, мы надеемся, что заработает уже в следующем году, поэтому, надеюсь, мы, конечно, понимаем, что достаточно это сложный момент, когда все-таки родственникам необходимо будет ходить, регистрировать смерть. И понимаем, что суперсервис утрата, то есть должен как-то помочь им, чтобы освободить их от обязанности еще ходить по всяким инстанциям. Ну, на самом деле уже сократилось все это
дело. Если еще лучше станет, так вообще здорово. Ну вот и хотела еще про цифровизацию с вами поговорить. То есть я смотрю, у вас как бы в этом плане вообще все здорово. Какие наметки на будущее есть? Может быть, какой-то проект у вас в разработке? Может быть, вы что-то придумали интересное? Все-таки я скажу, что цифровизация идет, но, конечно, мы хотели бы, чтобы это шло быстрыми темпами, да, и все-таки мы ждем, что будет как на перспективу, да, цель на пятилетие, это реестровая модель органов ЗАГС, да, когда это будет большой реестр, не нужно будет ходить за получением госуслуги в отделы ЗАГС, и достаточно будет через госуслуги получить выписку из единой федеральной системы ЕГР ЗАГС. То есть без посещения органов ЗАГС можно будет получить госуслуги. Также из ближайших планов управления в апреле 2024 года был принят закон о наделении МФЦ полномочиями по регистрации рождения и смерти. Значит, этот закон Республики Саха-Якутия, он был разработан в целях того, чтобы услуги по регистрации рождения и смерти были доступнее гражданам, жителям нашей республики. МФЦ стало бы еще одним окном, где они могут получить эту услугу. А также мы исходили из той проблемы, что в 19 районах нашей республики у нас по одному сотруднику органов ЗАГС, которые предоставляют услугу, да, и мы не можем надолго отправить человека в отпуск, то есть в случае, когда он находится на больничном, у нас получается, что услугу по регистрации рождения и смерти некому, грубо говоря, оказывать. Ну, возникает, да, риск. Мы, конечно, отрабатываем по тому, чтобы был человек заменяющий, но вы понимаете, что как бы было бы хорошо, если бы было еще одно окно для получения услуги, да, это жизненно необходимо. Поэтому был принят закон, и мы сейчас с МФЦ плотно работаем над тем, чтобы с 1 марта 2025 года эту услугу уже можно было получить в отделах МФЦ. Ну, цифровизация — это хорошо и прекрасно. То есть мы на цифровые услуги многое что перешли, но, мне кажется, от бумажных источников, которые уходят у нас в архив, мы не сможем пока уйти, потому что цифра цифрой, а в бумаге все-таки надежнее. Вот как вы думаете? Ну, все-таки первые книги актовых записей и вторые книги актовых записей — это все-таки первоисточник, поэтому мы их храним. И, конечно же, первоисточники в случае расхождений, например, в системе, да, с документами, которые выданы на руки, мы, конечно же, обращаемся к первоисточникам, которые являются носителем, ну, достоверной, наиболее достоверной информации. Но, значит, мы думаем, что все-таки цифровизация идет вперед. И, конечно же, для доступности госуслуг вот реестровая модель, когда можно сразу получить выписку и не нужно ходить по инстанциям, мне кажется, это намного облегчило бы жизнь для жителей. Вот есть у меня еще один вопрос от телезрителей. Не знаю, сможем ли мы помочь или нет. В общем, ситуация сложилась следующая. Мужчина работал на предприятии, к сожалению, умер, родственников у него не было. И теперь работодатель его не может уволить. Что делать в такой ситуации? Потому что для того, чтобы уволить, нужно получить свидетельство о смерти. А так как у него нет родственников, а работодатель родственником не является, либо близким человеком, свидетельства не выдают. Вот как быть в этой ситуации? На самом деле зарегистрировать смерть может любой человек, а работодатель, так как он заключил контракт с работником, является заинтересованным лицом, и он может получить, значит, повторное свидетельство о смерти на гражданина на основании договора с работником. В этом случае он будет являться заинтересованным лицом. То есть который должен решить этот вопрос. Все ясно, мы обязательно передадим, пусть нас посмотрят. Ну и в заключение нашей программы я бы хотела у вас попросить совета, вот, который вы бы дали, например, молодоженам, людям, которые к вам приходят, пожелать что-то хорошее, светлое. Вот что бы вы хотели сказать? Ну, поддержка семьи, родных, близких, друзей.
это самая важная опора человека для его успешной жизни, для счастья, да. Поэтому я хочу пожелать, чтобы почаще обнимайте родных и близких, почаще говорите им, что вы их любите, поддерживайте их, уважайте. Это будет залогом счастья не только вас, но и ваших близких. Ну, еще один вопрос вам задам, пока у нас время есть, про свадебную моду. Мне кажется, это то, зачем вы наблюдаете практически каждый день, ну, как минимум, когда есть торжественные регистрации. Кто, скажем так, во что гораст? Вот какие платья девушки выбирают сейчас, какие костюмы модные, что должно быть обязательно на свадьбе? Если раньше это были голуби, то сейчас что? Смотрите, мне кажется, что свадебная мода, да, ну, выбор свадебного платья, это, конечно же, на усмотрение каждой невесты, исходя из того, что ей идет, какой у нее стиль, романтический там и так далее. То есть я тут никак не могу ничего посоветовать. Единственное, что хочу сказать, что в год семьи мы хотим сделать подарок для невест, ну, для молодоженов в целом, да. И сейчас мы работаем над проектом, который называется «Дополнительные рабочие места сотрудников органов ЗАГС для торжественной регистрации браков на территории Республики Саха-Якутия». Если говорить проще, то мы хотим зарегистрировать дополнительное рабочее место, то есть сотрудника ЗАГС, например, ну, в городском парке. В этом случае, если мы это сделаем, то можно будет красиво зарегистрировать брак, например, в нашем городском парке или, например, на сопке любви на смотровой площадке, на Ленских столбах. То есть это как выездная регистрация официальная, только обычно же выездная регистрация как бы уже после обычной идет, то есть там ведущий какой-то рассказ, а здесь прям сотрудник ЗАГСа. Здесь у нас федеральным законодательством у нас предусмотрена выездная регистрация только в исключительных случаях. Это в местах лишения свободы и в больницу, когда молодожены не могут подойти по состоянию здоровья. Поэтому мы сейчас собираемся утвердить порядок на территории Республики Саха-Якутия и установить дополнительные рабочие места, перечень которых будет утвержден. Это те места, где торжественно будет проводиться регистрация. Очень здорово, мы будем очень ждать. Я благодарю вас за интересную беседу. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.